Жители и гости Сыктывкара могут совершить путешествие в 1380 год. Выставка с одноименным названием открылась в Национальном музее Коми. Экспозиции исполнены в виде интерактивных площадок. Посетители могут не только пополнить свои знания истории, но и поучаствовать в раскопках, поиграть в увлекательные настольные игры, представить себя в образе русского воина и не только. Евгений Ракин впечатлился. Погрузиться в атмосферу Средневековья, познать историю далеких предков и даже прикоснуться к ней в буквальном смысле. Сотрудники музея предлагают посетителям стать частью экспозиции. Например, побыть археологом и найти памятники Перми Вычегодской. В этом вот импровизированном раскопе мы находим, к примеру, вот такое кресало, кремень. Тут же можем с помощью вот этого ящика определителя узнать, что это за предметы, ну и даже попробовать им воспользоваться, да, как это делали наши предки много-много веков назад. К примеру, высечь искру, да, добыть огонь, ну и так далее. А это уже коллекция украшений. На первый взгляд модные аксессуары, которые тоже можно примерить. Однако основное их предназначение – защита от порчи и злых духов. Сакральность оберегов подчеркивает мифические образы древних коми. На таких подвесных кольцах подвешены лапки, утиные лапки. Поскольку уточка выступала демиургом, создателем мира, соответственно, образ этот здесь присутствует. Почему коньковая подвеска? По той простой причине, что вот основа здесь два конька и подвешивалась за это колечко. Организаторы выставки неспроста выбрали 1380 год. Это важнейшая дата в истории нашей страны. Год Куликовской битвы, положивший начало освобождения Северо-Восточной Руси от иго Золотой Орды. Это и год основания Стефаном Пермским первого храма в Усть-Выме. О первосвятителе Пермском сложно множество преданий. Сам же создатель Зырянской азбуки внес бесценный вклад в развитие коми-культуры и языка. Как же Стефан назвал свою азбуку? Анбур. Замечательно. И вы получаете первую карточку для своего движения вперед. Увлекательные настольные и познавательные компьютерные игры, возможность сфотографироваться в образе русского воина или составить свое имя с помощью азбуки Стефана Пермского. Все это будет интересно как детям, так и взрослым. Вполне интерактивный подход к посетителям, то есть больше ориентировано на семейный отдых. Дети могут позаниматься, сделать, слепить свое имя, потрогать кольчугу, надеть шлем, собрать пазлы. Ну и, в общем, посмотреть различные видео и приобщиться действительно к истории, культуре своей родины. Смотреть, но не трогать. Это правило не актуально пока только для одной выставки, но вскоре под новую концепцию переформатируют и остальные залы исторического отдела. А значит, путешествие в страну Северного ветра станет еще увлекательнее. Евгений Ракин, Константин Стратиенко, телеканал Юрган, Сыктывкар.